как победить страх через поклонение? Или как победить страх через хвалу? Давайте мы прочитаем 4 главу. Если кто не знает, книга Откровения – это последняя книга в Библии. Написана она апостолом Иоанном. Когда он был уже в преклонных годах, на тот момент он был единственный апостол, который остался в живых. Вообще апостол Иоанн – это единственный апостол, который умер своей собственной смертью. Все остальные, они приняли мученическую смерть, они были казнены, каким-то образом погибли за веру. Я подчеркиваю, именно за веру. Не по какой-то своей глупости, дурости или еще за что-то, но именно за то, что они проповедовали Евангелие. Но на тот момент апостол Иоанн, он уже в преклонных годах, когда он пишет эту книгу, он жил в Ефесе, это провинция Малая Азия, сейчас это территория современной Турции, если смотреть на полуостров, как бы на востоке. И первые 3 главы, вы знаете, там идет послание 7 церквям. Это 7 церквей, которые находятся вот в этой Малой Азии, в этой провинции. И апостол Иоанн – это тот человек, кого Иисус на кресте, вы помните, он попросил, чтобы он заботился о его матери, Марии. И Иоанн, собственно, этим и занимался. Он заботился о Марии, он привез ее. Также она была в Ефесе, уже в преклонных годах. Апостол Иоанн за ней ухаживал. И потом также его, можно по современным языком сказать, посадили. То есть его отправили в заключение на остров Патмос. Греческий остров, каменистый, скалистый, где, собственно, было, как зона, как наш Сахалин, так скажем, когда-то. Сейчас, хотя там тоже живут люди, но это был остров целиком, где содержались узники Римской империи. И, собственно, об этом Иоанн, он пишет. Я вам просто такое введение даю. Он говорит, что вот явился мне там ангел, мне было видение, вот там пойди ангелу такой-то церкви, то-то, то-то скажи. И потом 4 глава, вот именно, там, где ему дается откровение, что я тебе сейчас скажу, что будет в будущем. Вот именно с 4 главы. Давайте мы полностью ее прочитаем. Все места Писания, которые я буду читать, это в новом русском переводе. Хорошо, как обычно, не в синодальном. Просто потому, что более понятно. Итак, Откровение. 4 глава с 1 стиха, полностью всю главу. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». То есть я тебе покажу, что будет в будущем. Вот оно, откровение. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий вида был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Я точно в новом русском читаю? Ага, у нас здесь с 1 по 4 только. Так, давайте я сейчас, когда вот читаешь, я сегодня утром просто решил прочитать всю главу, до этого я как бы не планировал. И я вам прошу прощения. Так, Откровение, 4 глава. Итак, я закончил на 3 стихе. «Сидящий на престоле». Давайте я с самого начала. «Потом я посмотрел, увидел перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: „Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом“. Сразу же я был охвачен духом, и вот предо мною стоит престол на небесах, а на престоле сидит некто. Сидящий на престоле блестел, как драгоценный камень яшма или сердолик, и над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого престола стоят еще 24 престола, на которых сидят 24 старца, одетые в белые одежды, с золотыми венцами на головах.
От престола исходят молнии, голоса и громы. Перед престолом горят 7 факелов. Это 7 Божьих духов. И еще перед ним разливается нечто наподобие стеклянного, искрящегося, как кристалл моря. В самом центре, вокруг престола, находятся 4 живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе на тельца, лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла. У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, тот, кто был, кто есть и кто придет». И когда эти живые существа воздают сидящему на престоле и живущему вечно славу, честь и благодарность, 24 старца всякий раз падают перед сидящим на престоле, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы пред ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует». Удивительная вообще на самом деле картина. И что я вам хочу подчеркнуть и что я вам хочу сказать? Вот именно в Откровениях, вы дальше знаете 5 глава и там дальше по 13, там как раз идет описание довольно страшных событий, которые будут в мире. Но в самом начале начинается разговор о будущем именно с тронного зала. Вот когда только начинает говорить про будущее, нам показывают Бога Отца. Еще раз, вот я с 1 по 4 прочитаю. «Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса». Вы просто включите воображатели. Я не знаю, как здесь представить. Вот представьте, он видит это видение в своих. «Я увидел перед собой дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорит мне». Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом». И сразу же я был захвачен духом, и вот передо мною стоит престол на небесах, а на престоле сидит некто. Некто с большой буквы, то есть там Бог, Отец, сидит на престоле. И он, сидящий на престоле, блестел, как драгоценный камень. Там яшма или сердолик, я даже не знаю, что это такое. И над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого престола стоят еще 24 престола, на которых сидят 24 старца, одетые в белые одежды, с золотыми венцами на головах. Иисус говорит Иоанну, то есть это откровение Иисуса Христа. То есть Иисус говорил эти слова Иоанну, Он дал ему это видение. Он говорит: я тебе покажу, что будет в будущем. Это последний апостол, который остался в живых, уже старенький. Но смотрите, вместо того, чтобы показывать все вот эти вот ужасные картины, войны, голод, эпидемии, которые будут, и с которыми часто ассоциируется именно книга Откровения у людей, я не знаю, у вас она ассоциируется с этим или нет, но именно вместо этого, вместо того, чтобы нагнетать ужас, он сначала показывает тронный зал Бога. И мы становимся свидетелями потрясающего богослужения. Наполнен странными звуками и такое восхитительное зрелище. Молнии, гром, отдаленный грохот, красивые какие-то неземные цвета, блестящие какие-то кристаллы моря, необычные существа и вдохновляющий пример того, как нужно славить Бога. Вы знаете, когда я читал вот это местописание, у меня мысль возникала, что вообще происходит? Если Иисус сказал Иоанну, что вот я тебе сейчас расскажу, что будет в будущем. Почему первым делом Иисус привел Иоанна на небесах на церковное собрание? То есть там богослужение идет. Зачем посещать эту прекрасную, несомненно, церемонию? Кажется, как будто как-то неуместно, что ли. Потому что люди, когда читают Откровение, хочется же сразу к сути дела перейти. Давайте уже расскажите нам, как там будет война между силами добра и зла, Армагеддон,
битва между ангелами сатаны там, и божьими ангелами. Этим же знаменитое откровение. Но вместо этого, чтобы сразу перейти к сути, нам показывают тронный зал Бога, где Он сидит и где Ему поклоняются. Вопрос, зачем с этого начинать? Почему? Как вы можете догадаться, я верю, что это не случайно. Бог намеренно делает, поступает именно так. Бог знал, что именно с этого мы должны начинать. Мы должны понимать, что читание, когда мы читаем книгу Откровений, вот то, что я вижу, многие сосредотачиваются не на том, на чем следует. Я сейчас поясню. Если смотришь на проповеди, которых достаточно много, и когда проповедуют про книгу Откровений, и многие, знаете, кажется, что есть такие проповедники, кто вот чуть ли не все время из книги Откровений жути нагоняют и проповедуют только на эту тему, и игнорируют все остальные книги в Священном Писании. И многие вот такие проповедники, они акцентируют внимание на силах тьмы. Вы знаете, в книге Откровений написано число зверя, 666, Армагеддон, война, голод и так далее, и так далее. И иногда кажется, что вот эти вот проповедники, они зацикливаются вот на этом всем темном, пугающем, вот этих видениях, и таким образом заставляют людей сосредотачиваться на неправильных вещах. Что я хочу сказать? Я вам сейчас поясню. Я даже не знаю, вот с той поры, когда я покаялся в прошлом веке, то есть там в 90-х годах 20 века, да, уже достаточно много лет прошло, но уже тогда существовало много проповедников, и постоянно существовали вот эти вот жуткие рассказы о числе зверя. Вы знаете, да? 666. Это на самом деле, это 13 глава книги Откровений. И прошло 5, 10, 15, 20 лет, вы знаете, что я увидел, что многие прихожане в разных церквях, вне зависимости от деноминации, наслушавшись всего этого, часто люди даже слышали звон, но не знают, где он, но что-то страшное, мистическое. Вообще вы знаете, что людям очень свойственно, их просто притягивает все мистическое, непонятное и про будущее. И часто проповедники, они используют эту тему, спекулируют на этом, так скажем. Так что многие верующие люди, они сами начали создавать себе неприятности. Вы помните, не так давно прямо была такая волна, когда люди были против чипов, всевозможных, всяческих. Потому что, то есть, вы знаете, у нас цифровизация, она идет по всей планете, наша страна, она не исключение. У нас сейчас, например, заграничные паспорта, они нового вида, они биометрические. Вы в курсе? То есть там есть маленький электронный чип. Когда вы проходите паспортный контроль где-то, этот чип, он читается, и вся сразу информация. Кто, где-то, то есть там даже не важно, что там напечатано. Там есть фотография, там есть отсканированная ваша радужная оболочка. То есть это уникальная вещь у каждого человека. Есть отпечатки всех пальцев и так далее, все в маленьком чипе. Но люди начали бояться вообще получать что-либо подобное, потому что они думали, опасались, что вот это число зверя, про которое говорится в Откровениях, оно может каким-то образом быть нанесено, то есть я сам того не желая, что-то вот сделал, получил число зверя и все. И теперь пойду в ад. Но мало кто из таких верующих, он задумывался, что кто нам вообще рассказал об этом? Что это будет? Бог, да? В книге Откровения. Он же об этом рассказал. Он ясно и четко говорит, что это будет. И если Бог рассказал об этом, что это будет, как ты считаешь, ты сможешь это предотвратить? У меня очень большие сомнения. Конечно, нет. Но из того, как Бог, Он описывает, например, да, вот это вот число зверя, вы знаете, на самом деле очевидно, что христиане
они не будут вот каким-то образом, знаете, вот шел где-то там, что-то прилипло, или каким-то образом тебя куда-то заманили, и ты сам неосознанно что-то принял эту метку, и все. Это будет не так вообще на следующий день, что ты обнаружил, что тебя обманули. Нет, не так. Вообще, на самом деле, есть такая версия, что это событие, оно уже произошло. Я вам просто сразу все версии кидаю, чтобы вы были в курсе. Что уже несколько столетий назад появилось вот это число зверя. Есть такая версия, что вот это как бы описание всей экономической нищеты, которая была. Но есть другая версия, что это еще только произойдет в будущем. Но нам однозначно говорится, что христиане будут вынуждены принять решение. То есть ты осознанно должен будешь сделать выбор. Либо ты принимаешь это клеймо, это число, поклоняешься, и тогда ты выживешь. Ты сможешь ходить, покупки совершать там и так далее. Или ты должен последовать за Иисусом, и тогда ты умрешь с голоду. То есть, понимаете, это не будет каким-то образом, что тебя куда-то заманили, и каким-то образом ты неосознанно что-то сделал. У тебя будет однозначный выбор, и ты будешь понимать, что я либо с Богом, либо я с сатаной. Я понятно, да, говорю? Давайте я вам просто прочитаю вот из 13 главы. Откровение, 13 глава, 11-18 стих. Тоже новый русский перевод. «Потом я увидел другого зверя. Он выходил из земли, и у него было 2 рога, как у ягненка. Но говорил он, как дракон. Он наделен всей властью первого зверя и действует от его имени. Он заставляет всех жителей земли поклониться первому зверю, у которого зажила смертельная рана. Он совершает великие чудеса и даже сводит огонь с небес на глазах у людей. Этими чудесами, которые ему было дано совершать от имени зверя, он обманывает жителей земли. Он сказал им, чтобы они воздвигли изображение зверя, который был ранен мечом, но выжил. Ему было дано вдохнуть жизнь в изображение зверя, чтобы оно смогло говорить и действовать так, чтобы был казнен всякий, кто не поклонится изображению зверя. Еще он устраивает так, чтобы все люди, малые и великие, богатые и бедные, свободные и рабы, получили клеймо на свою правую руку или на лоб. Все, кто не имеет такого клейма, не могут больше ничего ни купить, ни продать. Клеймо – это имя зверя или число, обозначающее его имя. Здесь нужна мудрость. Тот, кто наделен разумом, пусть вычитает число зверя, потому что это число человека и число его 666. Я сейчас опущу вообще все трактовки, но вы знаете, я просто искал различные комментарии в интернете, различные версии, и каких только теорий не существует, как это будет. Каким образом? И одна из самых популярных версий, что это будет чип, имплантируемый куда-то, то есть на правую руку или там на лоб под кожу. То есть по принципу, как вот паспорт с биометрией. То есть электронный чип, которым ты сможешь и расплачиваться, он будет тебя идентифицировать и так далее, и так далее. Другая версия, которая существует, это что это будет номер, как номер СНИЛС, который у нас есть, где у нас там все страхование там, и так далее, и так далее. Кто-то говорит, что это будет какое-то число, как пин-код, например, да? Он понадобится для снятия денег, там, авторизации чего-то. Кто-то, одна из версий, это, знаете, штрих-кода, что это будет штрих-код. И я даже где-то прочитал, что в любом штрих-коде, в каждом, который есть, там уже зашифровано число 666. Я не знаю, там, правда это, неправда, так это или не так, но аспект, то есть все уделяют внимание тому, что это будет цифровое, безналичное общество. К чему мы, наверное, собственно, и идем, судя по всему. Все говорят, что это будет тотальная слежка и тотальный контроль государства там, над личностью, ну или какого-то общества. И, знаете, вот одна цитата я даже выписал. Один из авторов, не суть кто, писал, что истинная правда заключается в следующем. Поразительные пророчества о конце света и великом антихристе – это всего лишь дымовая завеса, используемая темным братством, чтобы создать иллюзию реального зверя антихриста и значение числа 666, чтобы массы продолжали нести на себе печать. В общем, нагоняют жути так,
что неподготовленный человек, ты когда вот во все это окунаешься, и так страшно жить, когда за окно смотришь. А тут еще вот это вот все. И кажется, что жуть просто. Мне вспоминается анекдот такой, знаете, есть такая там фраза, что то, что я параноик, не означает, что они не хотят меня убить. Даже да, у меня там пусть паранойя будет, и я там но не отменяет того факта, что они все-таки хотят меня убить. Вы знаете, вот кажется, что люди просто параноики. Я к чему это вообще все говорю? Вы знаете, Откровение может быть очень страшной книгой. Пугающая книга. Это точно не та книга, которую я бы детям на ночь почитывал. Выдержки. Потому что есть несколько очень пугающих образов. Внимание. Бог прекрасно осознает это. Бог прекрасно понимает, что это страшно. И именно поэтому видение, которое Он дает, откровение, которое Он дает Иоанну, начинается в тронном зале. Просто подумайте о том образе, который создается перед тем, как начнется описание всех этих ужасных событий. Вот эта вот глава 4. Что-то потрясающее, что-то невероятное, неземное. Тронный зал, цвета, неземные какие-то, нереальные краски, кристальное какое-то жидкое море. Торжественная атмосфера, неземные существа какие-то. И тем не менее, как-то успокаивает. Есть 24 старца, то есть по виду на нас похожи. В белых одеждах, в коронах с венцами да с золотыми. И они похожи на нас. И все и на небе, и на земле поклоняется Богу. Все и каждый подчиняется Богу. И не потому, что они вынуждены и должны, потому что Он достоин. Все происходит добровольно, спонтанно, наполнено радостью, каким-то великолепием, торжественностью. Чувствуется сила, чувство удивления. Это я просто то, что я читал, если воображатель включить и представить, как это вообще. И уверенность в том, что если Бог Творец всего. Внимание, я последнее время вообще популяризаторов науки, астрономии, например, часто смотрю. И, всевозможных есть у нас несколько человек, физики. Вы только представьте, вы знаете, насколько вообще большая наша Вселенная. Если Бог это все создал, просто сказав, то есть наша галактика, Млечный Путь, Солнце, Земля, которая вращается вокруг Солнца. Я даже не знаю, если вы вообще задумывались о том, насколько это удивительно. Все признают, что это что-то невероятное на самом деле. Вы знаете, что сколько уже столетий люди пытаются найти жизнь где-нибудь еще? Не только в нашей галактике, за пределами галактик, там других и так далее. Нигде больше нет жизни. Все вот эти атомы, они, существуют по отдельности. И причем вы понимаете, то есть гравитация, которая держит нашу галактику вместе. Есть другие галактики, которые каждая галактика несется в космосе со скоростью 300 километров в секунду. Ориентировочно. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Ладно, я сейчас не туда пойду, но суть в том, что если вдуматься вообще во все это, если тот Творец, который все это создал, настолько уникальный, мы настолько близки к Солнцу, что нам тепло, и мы не настолько далеко, что нам не холодно. Может быть, в Якутске нам прохладно, но вообще там в космосе там гораздо холоднее, там все заморожено. Вы знаете, что у нас есть защита, большая планета,
То есть все астероиды, которые летят, гравитация их притягивает. Мы даже от этого защищены. Почему на нас ничего не падает? И всякие вещи, вы знаете, и само по себе жизнь, насколько это удивительно и нереально такому, вот чтобы это просто замысел Творца. И если вот этот Творец, он сидит в этом тронном зале, который вот описывается, он там, и у него вот эта сила, которая все это сотворила, я тебе скажу, что твоим врагам лучше держаться подальше. Кто может быть против вот этой силы, которая все это сотворила? Которая все держит под своим контролем. Следующие главы, которые идут, вот там с 5 по 18, там они действительно пугающие могут быть. Но все начинается с тронного зала. Наш Бог, наш Отец, который создал все, Он больше всего, что нас окружает. В этом мире, в галактике в нашей, во Вселенной, Он занимает возвышенное положение, и ничто не может противостоять Его силе. Есть такое место Писания, первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. Дети, вы от Бога, и вы победили этих лжепророков, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Про кого говорится? Когда ты принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, ты получил Духа Святого внутрь себя. Ты храм Духа Святого, который Духа Божьего, который живет в тебе. И тот, кто в тебе, он больше всех, кто в этом мире. Вы со мной? Иисус учил нас следующему. Давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир». Здесь мир в смысле умиротворения. В этом же мире, который вокруг нас, в окружающей среде, вас ожидают невзгоды. Но будьте смелее, я победил этот мир. В синодальном переводе, вы знаете это местописание, говорит, что в этом мире, в окружающем, будете иметь скорбь. Здесь написано, вас ожидают невзгоды. Ребят, неприятности будут. Это гарантированно. Не бывает такого, чтобы не было проблем. Этот мир, он падший. И Иисус говорит нам, что в этом мире, в окружающем среде, вас ждут проблемы. Они обязательно будут. Но не падайте духом. Будьте смелей. Почему? Потому что Иисус говорит, я победил этот мир. Я верю, что это именно то, что книга Откровения прежде всего пытается донести до нас. У тебя обязательно будут неприятности в этом мире. Как бы ты ни читал вот эту вот оставшуюся часть Откровения, но эта истина, она неизбежна. Можно следующий слайд? У вас будут неприятности в этом мире, но мужайтесь ради Бога. Внимание, поскольку вы принадлежите Иисусу, вы победите. Вы знаете, вот таким образом, вот то, что мы прочитали 4 главу Откровений, там говорится не только о том, что вы победите, что безусловно, не нужно в этом сомневаться. Но я верю, что эта 4 глава нам также говорит, каким образом мы победим. Хотите знать? Я верю, что мы победим, следуя примеру тех, кто находится в этом тронном зале. Вот эти 24 старца. Давайте посмотрим, что они делают. Еще раз, Откровение, 4 глава, 10-11 стих. 24 старца всякий раз падают перед сидящим на престоле, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы пред Ним, говоря, наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть,
потому что все создано тобой, по твоей воле сотворено и существует. Смотрите, что делают? Они поют хвалу Богу, они поклоняются Отцу, они сосредотачивают все свое внимание на Нем, все сосредоточено на Его троне, на Его престоле. Почему? Зачем они так делают? Потому что когда мы поступаем таким образом, когда мы восхваляем Бога и поклоняемся Ему, мы сосредотачиваем наше внимание исключительно на Нем, на Его престоле. Что Он великий Бог, Он вседержитель, Он мой Бог, Он за меня, я принадлежу Ему. Тогда что происходит? Мы не концентрируем наше внимание ни на наших трудностях, ни на наших обстоятельствах, ни на наших трагедиях, ни на наших неудачах. Внимание! Когда мы научимся поклоняться Богу и славить Его так, как это делают те на небесах в тронном зале, мы фокусируемся на Боге, который обладает силой, величием и желанием вытащить нас, возвысить нас из наших проблем, из нашего отчаяния, из нашей безнадежности. Вот почему вот эти 4 существа, которые описаны в Откровении 4 главы, они кричат следующее. Давайте прочитаем. Откровение 4 глава, 8 стих. «У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон, и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, тот, кто был, кто есть и кто придет». Бог всегда был рядом в прошлом, Он здесь в настоящем, и Он будет рядом в будущем, когда мы будем нуждаться в Нем. И Он никогда не оставит и не покинет нас в самые тяжелые моменты нашей жизни. Поэтому вот эти 24 старца, которые находятся в этом тронном зале, они снимают со своих голов вот эти золотые венцы, складывают перед Его троном и поют Ему хвалу. Еще раз, 10-11 стих, то, что мы читали. 24 старца всякий раз падают перед сидящим на престоле, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы пред Ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует». Это тот Бог, который сотворил все, что когда-либо вообще существовало, просто словами, которые слетели с Его уст. У тех, кто противостоит вам, нет ни единого шанса. Почему мы победим? Потому что на нашей стороне сила Божия. Вы понимаете, к чему я? Я хочу вам привести такой пример. В 17 веке, в самом начале, 1607 год, в Германии был такой пастор, звали его Мартин Райнхард. И он написал псалом. Я нашел запись, которую исполнялась он на протяжении многих-многих столетий. Это был один из самых популярных псалмов в западном мире. То есть Германия, англоязычные страны. Если его переводить, он называется «Теперь мы все благодарим нашего Бога». Я хотел даже запись включить, но хочу вам сказать, что музыка немножко развилась с 17 века. В смысле, все, конечно, красиво, но если вы смотрели старые какие-то, 17 век, вы представляете, какое было церковное пение. Но тем не менее, я просто не нашел на русском языке его. Слушать это еще и на английском, я просто взял, сделал перевод быстро машинный этого псалма. Просто я хочу подчеркнуть, что это один из величайших псалмов, вот именно в смысловой нагрузке, который многие-многие столетия в разных церквях, в разных деноминациях люди пели. Там есть следующие слова. «Теперь мы все благодарим нашего Бога сердцем, руками и голосами, который творил чудеса, которым радуется весь мир, который из материнских объятий благословлял нас на нашем пути, бесчисленными дарами любви, который остается нашим по сей день.
Да будет воздана вся хвала и благодарение Богу Отцу, Сыну и тому, кто правит с ними в вышних небесах, единый вечный Бог, которому поклоняется земля и небеса, ибо так было, есть сейчас и будет вовеки». Почему я привожу этот пример? Вы знаете, в тот год, когда Райнхард, он написал этот псалом, этот гимн, в его деревне, или я не знаю, как это называется, город, более 6 тысяч человек умерли от чумы, включая его жену и всех его детей. И вот в разгар этой огромной там, социальной и личной катастрофы, которая у него была в жизни, он написал один из самых значимых псалмов, который был в истории христианства. И я хочу обратить ваше внимание вот на последние слова, да, на слова последнего стиха. «Ныне да будет воздана всякая хвала и благодарение Богу Отцу, единому вечному Богу, которому поклоняются земля и небеса, ибо так было, есть сейчас и будет вовеки». Что я хочу сказать? Вы знаете, вот человек переживал просто глубочайшую личную трагедию. И я верю, что он читал Откровение 4 главу. Почему? Ну, потому что он в прямом смысле, он прямо цитирует слова из Откровений. Почему? Почему он написал этот псалом? Почему он написал этот гимн? Казалось бы, такая трагедия в жизни. Семья умерла, все знакомые. Я верю, вы знаете, что он понимал то, что нам пытается сказать книга Откровения. В этом мире у вас будут проблемы. В синодальном. В этом мире будет скорбь. Но мужайтесь. Сосредоточьтесь на Божьем престоле. Обратите свой взор, свое сердце, свою душу на Него, у которого есть сила помочь вам встретиться лицом к лицу с вашими трагедиями, с сердечной болью, преодолеть их. Смотрите, я верю в силу молитвы. Я верю, что Бог, Он избавляет людей от многих невзгод, от многих проблем. Но я также верю в то, что бывает так, что какие-то трагедии, они происходят, и они происходят с верующими. Вот то, когда проповедуют, что христианство – это ты стал христианином, и все, у тебя никаких проблем не будет в жизни. Ребята, это ересь. Так не бывает. Да, мы находимся под защитой Бога. Да, у нас есть преимущество, но это автоматически не гарантирует, что у тебя не будет никаких проблем. И что ничего не произойдет ни с твоими близкими, еще с кем-то. Поэтому, если кто-то считает, что, ой, ты посмотри, что-то там происходит у нее в жизни, нагрешила, наверное, и от Бога ушла, или не так это работает. Но Бог может дать силы преодолеть любые обстоятельства, любые невзгоды. И в конечном итоге мы будем там. Мы должны сосредотачиваться на этом тронном зале. Это тот Бог, который создал все. Ребята, это жизнь, это еще не все. Я не хочу верить, что вот все просто так закончится. Как бы люди ни говорили, говорят, что Земля существует миллиарды лет. Я вообще не вижу никаких противоречий в этом вообще. Когда кто-то говорит, ну вот, а как так? Вот Земля, говорят, миллиарды лет. Ученые там, например, по каким-то, да, вот в Библии там написано, всего там 1000 лет там прошли, например, с момента создания. Вы знаете, удивительные вещи вообще наука, ну, вы знаете, что есть такая теория относительности? Есть общая теория относительности, есть специальная, Альберт Эйнштейн, автор. Коротко, если одно из основополагающих вещей, это, вы знаете, что скорость света, она абсолютна. Что это означает? Вот если я, например, сколько скорость света, вы знаете? 300 тысяч километров в секунду. Но абсолютно она, это означает, что если я лечу на космическом корабле,
например, со скоростью, с большой скоростью, и я свечу фонариком, скорость света, она не меняется, она будет точно такой же. 300 тысяч. Где бы я ни... Я могу, два человека летят друг на другу, на самолетах, там, на поездах несутся и светят друг на друга, скорость света будет одна и та же. Она абсолютно, она не меняется, она предельна. И вы знаете, что ничто не может достичь скорости света. Все, что обладает массой. Фотон, частица света, у него нет массы, и вот мы можем приблизиться 90,99 к скорости света, но дальше любая частица, которая имеет массу, для того, чтобы ее разогнать, там просто не в геометрической прогрессии увеличится, то есть не хватит никакой энергии на Земле, чтобы достичь этой скорости. Вот вы знаете, что делают такие андронные коллайдеры? Коллайдер. От английского слова коллайд, сталкивать, да? Где разгоняют элементарные частицы. Для чего? Для того, чтобы вот как раз тестировать это. Там разгоняют, почти к скорости света приближаются, но дальше не могут. Не хватит у нас электроэнергии на Земле, чтобы просто маленький атом, маленькую частицу разогнать. И это удивительный факт. К чему я все это говорю сейчас? Я вам просто дальше. Смотрите, скорость света также, может быть, вы какие-то фильмы смотрели, когда объект, он двигается со скоростью света, время, оно меняется. То есть там идет преломление пространства и времени. Вы знаете, например, у нас в GPS также, у нас спутники, которые летают там, и у которых скорость, у них время идет медленнее. И у нас есть коррекция в приборах, чтобы, то есть вы знаете, что там идет триангуляция, по математической формуле вычисляются сигналы, применяются, чтобы мы могли геопозицию свою вычислить. Если запустить человека в космос, и он там разгонится, для него время будет идти медленнее, чем у нас на Земле. Он приедет, и он будет моложе. И так далее. Вот эти вот все фильмы есть. И я не вижу никаких, если написано, что Бог – это свет. Ну, там, может быть, немножко другая тема была, что нет в нем никакой тьмы. Но я не вижу никаких противоречий. На самом деле, та физика, которую мы знаем, мы только-только приоткрываем. На данный момент вообще. Никто не знает, как оно там вообще будет работать. Я не вижу никаких проблем с этим. Но тот, кто все это создал, он создал нас в том числе. У него есть сила. Он на нашей стороне. Когда мы сталкиваемся с любыми проблемами, Он дает нам силу преодолеть их. Я уже заканчиваю. Можно попросить кого-то за клавиши? Что я пытаюсь донести? Книга Откровений тоже важная книга. И нам важно это знать, но вы знаете, я хочу, как бы вас ни пугали, какие бы вести они ни приходили, ребята, это не то, на чем нужно сосредотачиваться. Да, в этом мире будет скорбь. Да, будут проблемы. Но вы знаете, в чем заключается суть поклонения? И поклонение это не только лишь, когда мы славим Бога. Мы призваны поклоняться Богу в духе и истине написано. Поклоняться вообще всей жизнью. И это одна из форм проявления поклонений, прославления. Но именно в этом вся суть. Когда мы сосредотачиваемся на Боге, ребят, мне море по колено. Что там проблемы, что там будет? Если тот Бог, который за нас, кто против нас? Вы со мной? В этом суть поклонения. В этом причина, почему мы в том числе собираемся, чтобы петь хвалу, славу Богу воздавать. Для того, чтобы научить себя, подготовиться, чтобы пропитать наши сердца тем, что единственная надежная сила, которая гарантированно поможет противостоять страхам и тревогам этого мира, это когда ты сосредотачиваешься на Отце и на Его престоле. Можно слайд? Еще раз.
Единственная надежная сила, чтобы противостоять страхам и тревогам этого мира, это сосредоточиться на Отце и на Его престоле. Я хочу вам рассказать такую историю. Правдивая история. Последнее я уже заканчиваю. Дело было в начальной школе, где-то в США. Ну, то есть такие штаты, знаете, где вот «Волшебник из изумрудного города», кто-то смотрел, у них там торнадо бывают периодически. На самом деле страшное явление, в прямом смысле дома уносит, бывает. И, то есть в тех городах, где возможно торнадо, там есть у них своя система оповещения, звучит тревога, и всем нужно спуститься куда-нибудь, ну, в подвал, как правило, бетонный, то есть это должно быть что-то прочное, чтобы тебя просто не унесло. Если дом разрушится, ну, завалило, но, по крайней мере, остались живы. И вот таким вот образом, то есть заканчивались уже занятия, начальная школа, там дети по 4 класс, и торнадо, тревога, и то есть, ну, налетел ураган, буря, то есть, если кто-то что-то подобное переживал, довольно страшно. То есть, все вокруг летает, если дождь там колотит, и все спустились вниз, то есть, представьте, много-много детей сидят в подвале, несколько учителей, преподавателей, они пытаются их ободрить, говорят: дети, давайте споем песню. Ну и кто-то начал что-то петь, но когда вот это все происходит, один голос заглох, второй затих, третий, один заплакал, второй заплакал, и просто такое уныние в этом подвале, там, ну, никак они не могут их, уже просто начинают все рыдать. Страшно. И одна учительница, одна преподавательница была верующая, и она просто, ну, они сидели, держались за руки, она ту девочку, которую рядом держала, говорит: ты же помнишь, что Бог, Он с нами? Повтори про себя: Бог со мной. И скажи соседке. И они начали вот так вот: Бог со мной, передай следующему, Бог со мной, передай следующему. И вы знаете, через какое-то время все дети, они успокоились. Внимание, ветер еще не стих. Там просто бушевало и было страшно выходить. Но внутри был уже мир. Потом один из детей, вот кто делился этой историей, женщина написала, я, говорит, на всю жизнь запомнила. Все время, когда у меня возникали какие-то трудности в жизни, я говорила, что Бог со мной. Бог со мной. И сегодня я хочу спросить тебя, с тобой ли Бог? Научился ли ты обращаться к Нему в самые тяжелые моменты в твоей жизни? Когда все плохо? Уверен ли ты в Его обещаниях? Вы знаете, даже христиане забывают, когда сталкиваются с трудностями, нам так свойственно начать полагаться на себя, на своих знакомых, на свои связи. Начинаешь суетиться, звонить кому-то, что-то делать. Только представьте, каково это для тех, у кого нет Христа, кто неверующий. У них вообще надежды нет на то, что Бог им поможет. Именно поэтому в конце каждого собрания мы делаем приглашение к покаянию. Может быть, Бог с тобой говорил о том, что ты нуждаешься в Его любви, в Его заботе. У тебя будет шанс тогда выйти сюда и помолиться Ему. Я помолюсь с тобой. То, что я хочу подчеркнуть. Все, что написано в Откровениях, это правда. И будут ужасные вещи. Ребят, но не на этом стоит зацикливаться. Не надо нагонять жути. В этом мире будут проблемы. Но тот Бог, который за нас, Он победил этот мир. И Он говорит, не падайте духом. Есть у тебя проблемы, сосредоточься на Нем. Славь Его.
Почему мы хотим, чтобы у нас было, насколько можно, только лучшее поклонение и прославление? Одна из причин, чтобы ничего вообще не мешало. Чтобы просто улететь и сосредоточиться на Нем. И воздать Ему всю честь и всю хвалу. Да потому что Он достоин. Он создал все. Он творец всего. И Он способен и силен защитить. Аминь.